Салям алейкум ва рахматуллахи ва баракату всем. Хороший вечер, благодарю, что пригласили и позвали. Чтобы сильно не привязываться к чему-то там большому, да, просто через то, как я сюда попал, расскажу, и уже не будем что-то там ассоциировать у себя в голове. Я на данный момент работаю руководителем направления исламского банкинга в Т-банке, бывший Тинькофф. У нас разрождается полноценное исламское окно, и в ближайшее время будет запускаться ряд продуктов, которые соответствуют нормам шариата в первую очередь, и в дальнейшем будет такая целая экосистема. Те, кто пользуется, наверное, банком, вы слышали о том, что финтех, экосистема и, наверное, лояльные достаточно клиенты на сегодняшний день. Если вернуться чуть назад, мне 31 год, уже родился я в Узбекистане, прожил там 19 лет, после переехал в Россию, жил в Екатеринбурге 7 лет, 5 лет прожил в Казани, последние 2 года я живу в Москве. Разные этапы жизни были, обучался и за рубежом, и здесь в России, там имею несколько там, как минимум профессор, и там обычно не говорю об этих достоинствах, потому что это все такая вещь уходящая и приходящая. Главное, чтобы был опыт. Работал в различных организациях, начиная с элементарных там, последние 7 лет организаций, которые составляют договора по нормам шариата, и после уже дорос сейчас директор департамента шариатского комплайнса. Чтобы вы понимали, комплайнс шариатский — это просто в России пустая ниша, никто об этом не знает, никто этим заниматься не хочет, а потребность очень высокая на самом деле на сегодняшний день. И если там как раз очень хорошую мысль подчеркнул у нас товарищ юрист, что в ТЖ там ведете какую-то определенную статью, в ближайшее время будет такая входить, скажем, просто информация о том, что такое исламские финансы. Давайте задам здесь вам вопрос. Что такое исламские финансы? Кто может рассказать хоть что-то? Что вы знаете об исламских финансах? Это, наверное, какая-то система, которая позволяет мусульманам, ну, как бы, да, там, беспроцентно как-то взаимодействовать с финансами, наверное. Финансовая система, которая регулируется нормами шариата. Ну, законом. Вы разбираетесь, да. я знаю. Так, вот хороший тезис мне. Где не участвует риба. Да, риба, ну, хорошо. Да. Но мне на слух сразу исламские финансы, это АПМРФ приходит в голову. У них прям, ну, институт прям обучения. В Москве это не развито, чтобы вот Ну, приходили да. курсы, вот что такое исламские финансы и так далее. Вот если Т-банк вот такой запустит. Курсы тоже будут. Во-первых, первая проблема нынешнего, все мы как-то с вами, я думаю, на своем уровне относимся к исламу, кто-то глубже, кто-то поверхностно, кто-то как хочет вообще, какие есть потребности, так и ассоциирует. Но в основе мы все называем себя мусульманами. И есть определенная доля формирования мышления по отношению к обыденным вещам, когда мы ищем халяльную курицу в магазине. Но в тот момент, когда у нас есть возможность взять, так скажем, льготный кредит и халяльный, мы всегда выбираем льготный, хотя он не халяльный. Мне очень понравилось, что вы сказали, что кредиты вы не берете. Ну, да. И для меня, например, честно говоря, данная встреча, я видел ее в интернете, видел там постоянно зарисовки, Гульнара пригласила, и я понял, все, это место для меня знакомое. И со мной рядом человек сидел, и он четко перебирал. И я думаю, насколько разные люди в этом сообществе, да? Если там раньше я какими-то стереотипами страдал, что вряд ли там кому-то будет это интересно, но после того, как Гульнара пригласила, и вы собрались в такой большой компании, так молча, тихо меня слушаете, значит, вам это интересно, альхамдулилля. А можно добавить? На самом деле это очень интересно и очень актуально. Почему? Потому что у меня был контакт, я хотел обратиться в Амаль, да, то есть, хотя я там тоже ребят знаю, и у них такая тенденция, типа, ты нам принеси, мы готовы твои деньги аккумулировать, но чтобы помочь и выдать, ну, типа, там надо нам подумать, надо нам там какие-то прогнозы свои какие-то пройти. И, соответственно, ну, как бы ни ответа, ни привета, ты понимаешь, что ты остаешься один на один, а есть люди в основном, кто тебя окружает, ну, они типа, да, все круто, классно, деньги есть, но никто не готов как бы там рисковать, инвестировать, а я считаю, что риск это как раз в этом риске есть баракат, в риске есть рост. И как многие говорят, кризис. В разделении рисков А я говорю так, что в кризисе лучше время для развития. Сейчас меняется на самом деле очень сильно рынок, меняется положение, уходят наши родители, кому 50, 60, 70 лет, и приходит молодежь, которая дает новые фишки. Но, наверное, тут чуть добавить,
Но вот для себя я принял, да, вот я общаюсь, вот мы вчера с Элиной вот встречались, с Сергеем Дашковым, Ахмат Чай, да, там еще вот тоже был ставить, да, еще там другие, там с компанией Blackstar. Я знаю, как другие вот коллеги, да, предприниматели, но я для себя понял, что 400 тысяч это зарплата, ну, ни о чем просто, если предприниматель получает 400 тысяч, вот кто-то, вот ты сказал, что кому-то и 100 тысяч нормально, но это не нормально. Нет, я сказал счастье, счастье. Ну, Ты- счастье на 100 тысяч ты не построишь, ну, надо правду говорить людям. Почему не построить? Да, давайте правду говорить с этим. Бери в свои руки. Давайте, Да, 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 и это продолжим. во продолжение вопрос такой, вот как брать халяльные инвестиции или займ, так скажем. Мы у сейчас вас? перейдем к этому вопросу. да, вот. Да. И первое, и самое главное правило, что деньги не являются товаром. Мы не можем прийти в банк и сказать, дайте нам деньги на какую-то цель. Это запрещено с точки зрения ислама, потому что деньги по факту не имеют никакой ценности. Вы все это прекрасно понимаете, да? Потому что на любой бумажке, и даже самой ценной и дорогой в мире, которая является резервной валютой, написано, что гарантом выступает ФРС. А ФРС это, ну, такая, скажем, облачная организация, которая сегодня выставляет одни ставки, завтра другие, увеличивает выпуск денежных средств и по факту ничего ценного не имеет. Ценность имеет товар. И с точки зрения исламского права, выпуская какой-то определенный товар, мы приносим пользу. А когда растет денежная масса, пользы никакой нет для этого. Просто кто-то становится сильно беднее, кто-то становится богаче. И более того не происходит. Есть такой вот термин благономика, да? И как раз там этичные финансы, инвестиции, все это исламский банкинг. Просто в какой-то момент определенная группа лиц изучила этот предмет и сказала, а давайте мы не скажем, что это исламский банкинг, а приведем пример, что это этичные финансы. Ну, все это через эту призму они провели и нам преподнесли чуть в другом контексте. В итоге вторым правилом, которое на сегодняшний день бытует, скажем, заблуждение с точки зрения исламского права, если деньги нельзя брать, то каким образом я могу стать участником какой-либо сделки, либо кредитором, инвестором, либо тот человек, кто его берет. Второе правило – это распределение рисков в равной доле. Когда партнеры вступают в определенную сделку, как происходит это в обычном банке? Вкладчик, вложив денежные средства, не несет никакие риски и получает там свои 20%. Банк в этой ситуации выступает посредником, который, так скажем, сводит денежные средства вкладчиков с тем, кому необходим кредит. И те, кто получают кредит, несут всю нагрузку на себе полностью. В случае банкротства, в случае страховки, вся нагрузка по факту перенесена на этого человека. И можно сказать, что эта система не совсем справедлива. Согласны с этим? Почему возникают товарно-денежные отношения, но процесс распределения рисков ни банк, ни вкладчик не несет. Это неправильно с точки зрения шариатского права, и здесь именно развитие и распределение рисков не приводило бы к таким ситуациям, как вот сейчас вообще в мировой экономике происходит. И процессы, которые выстраивают со временем наша, в том числе, да, банковская система, она переходит на партнерские финансы. Я думаю, вы все знаете, что в России сейчас действует эксперимент по партнерскому финансированию. Это реально громадный закон, он не идеальный, его еще будут дорабатывать, будут вносить определенные преимущества. Но основная суть и логика того, что спрос на эту продукцию зависит от нас. Как мы покажем и сможем доказать потребность в этом, сможем получить какой-то определенный продукт. Там, мы сейчас на базе Т-банка разрабатываем ряд продуктов и проводим определенные опросы. И видим, что люди, порядка 12% только понимают, что такое исламский банк. Вы согласны, что вы не понимаете, что такое исламский банк? Вот, признайтесь честно. Просто. Поверьте, 7 лет назад, когда я только познакомился с этой темой, я понял, что просто это отдельная индустрия, которую нужно посвятить очень много времени, изучить и реализовать ее на практике. И вот все эти 7 лет я реализую, и на сегодняшний день я не могу сказать, что я там супер шариатский эксперт, хотя я возглавляю там отдел шариатского комплайенса, да, в ведущем банке, вторым по количеству клиентов вообще. И здесь, если мы немного с вами углубимся в тему, я вам рассказал основные правила исламского банкинга, поговорим про спрос.
спрос, который мы на сегодняшний день можем породить для того, чтобы получить более защищенные и справедливые финансовые инструменты. Что такое справедливый финансовый инструмент? Там, где риски распределяются в равных пропорциях, где мы, даже если у нас случится какая-то непредвиденная ситуация, не будем вынуждены переплачивать за то, что мы приобрели, и дадим возможность большой массе людей развить действительно реальный сектор. Как ранее спикер у меня выступал, очень сильно она подчеркнула момент, связанный с тем, что потребность и коммуникации с отдельными сетями. И в процессе, я думаю, этой коммуникации у вас возникают какие-то проблемы. Да? Кто-то говорит, что нам не нужно, нам не подходит, это никому не нужно. И я помню, что в 2018 году, Казань Саммит, я думаю, всем вам знакома такая площадка, когда мы говорили, первая была сессия по исламским финансам, был там один из депутатов, который сейчас вне России, вне игры, он сказал, что вы ерундой здесь занимаетесь, никогда в жизни закона по исламским финансам в России не будет. Ну, сегодня есть закон, альхамдулилля, он, скажем, сильно далек был от того, что есть, и кто не знал, что произойдет, что наша страна в целом развернулась в сторону Востока, и там есть определенная потребность. Потребность в формировании справедливой системы финансов для того, чтобы заключать договора с Западом. Если говорить через призму инвестиций, то здесь есть куча возможностей, которые могут со временем появиться для привлечения инвестиций по нормам шариата, где вот тот же самый там на 5 миллионов, то, что вы говорили, брали кредит, вам могут и на 10 миллионов купить, но по партнерской схеме мурабы. И все, никаких там у вас не возникнет проблем, в какой-то степени там инвестор будет выступать нотариусом, вы будете тем, кто это приобретает с наценкой, и будет справедливая система. Благодаря этому будет расти экономическая модель, и мы с вами как общность, да, тогда, как бы мы ни относились к исламу, глубоко, не глубоко, сможем повлиять на тот спрос, который со временем возникнет вообще в целом в мире. Потому что это не только вот нас касается маленькой группы людей. Мы в Т-банке перевели банкоматы на татарский язык, кто слышал об этом? Пользовались хоть раз? Ну, кто слышал? Нет, да? Я вот принципиально пользуюсь, знаете, потому что вот этими руками это сделано, и до конца года выйдет там приложение, и мы, видя переход наименьший в Татарстане и более высокий в Дагестане на татарский язык, не знаю, какие причины, да, понимаем, что что-то там у нас происходит не так. Не в ту сторону мы идем. Там, к нам приходят чеченцы, говорят, переведите на чеченский. Вся Чечня, вся Москва будет пользоваться чеченским. Ну, мы понимаем, что там как бы игры более опасны, и там в случае с Валбересом мы не хотим, чтобы повторился в нашем офисе. Здесь такая ситуация, что формирование просто спроса элементарно в банкомате, где у тебя бесплатно там, да, хочешь изучить язык, ты можешь перейти в банкомате. Кто вот после того, как я вам рассказал, кто первый раз это услышал, попробует перейти и посмотреть татарский язык. Для этого не надо иметь карту. Вот для этого не надо иметь карту. Переведут ли люди в дальнейшем приложение? Мы это увидим. Будет определенная метрика, будет понимание. Но если мы посмотрим на конкретный спрос, а вот я к вам приехал прямо с мероприятия Umma Forum, очень рекомендую вас вообще съездить завтра туда, уделить там буквально час времени, посмотреть, что там интересно. Вот этим маленьким движением мы в сторону развития исламской индустрии будем вкладывать кусочек. Пусть это будут там не обязательно татары, пусть это будут другие национальности, но факт остается фактом, что мы покажем свою принадлежность. Когда мы проводили опрос по запуску продукта и решали, какой продукт первый выпустить, и на первом месте стоял, поверьте, кредит, исламский кредит. Но когда мы задали вопрос, как вы понимаете исламский кредит, 98% сказали, вообще не понимаю, как работает исламский кредит, что для этого нужно, каким образом мне нужно прийти в банк и что нужно сделать, почему я не могу получить деньги наличными. Ну, есть различные схемы, которые условно называют халяльными, но они не соответствуют нормам шариата, они там, скажем, адаптированы под конкретные условия там, Малайзии или чего-то еще. Но в нашей реальности, когда у нас есть возможность адаптировать финансовую систему под исламский банкинг, благодаря закону, благодаря вовлеченности населения, мы в масштабах своей страны, а по данным Совета Федерации в России проживает 25 миллионов мусульман. Из них, по нашим метрикам, 7-12 практикующие, там чувствуют свою принадлежность. И одна из сотрудниц у нас есть, Настя Газиза его зовут, она говорит, я сама не открою карту, но отец мой сказал, что вот сколько бы ни стоила карта,
я открою, хочу чувствовать свою принадлежность к этому. Ну, это такой, знаете, показатель. И мы поняли, что нужно сделать что-то красивое, что-то уникальное для людей, чтобы потом дальше через эту призму пропустить именно кредитную систему. То, что нужно как раз населению. Мы там создали продукт, карта, кто будет на Умофоруме, можете увидеть ее, там индивидуальный дизайн, есть определенные метрики, которые соответствуют нормам шариата. Мы там прошли ряд проверок в разных духовных направлениях, эксперты подтвердили этот момент. И здесь основной посыл следующий. Для формирования вот этой справедливой системы исламского банкинга нам нужно проявить активность в элементарных вещах, которые хотя бы немного частичкой касаются нас. Когда вот это взаимодействие у нас будет происходить на регулярной основе, например, если хотите, я могу там, раз в месяц проводить уроки вам по исламскому праву с точки зрения муамалят, товарно-денежных отношений, чтобы понять, например, какие договорные отношения не соответствуют нормам шариата. Кто проверял вот свои договора по нормам шариата? Есть такие? Кто вам проверял? Проверяю. Ну, имя. Как зовут? Да, да. А фамилию нет? Не скажете? Без сказания. Не угорит, кто тебя проверял? Сагдеев что? Ну, это Амаль, Амаль как раз. А это Амаль, да. Вы относили просто, ну, как бы, типа. Почему передали, что проверяют, на предмет соответствия нормам шариата? Ага. К сожалению, в этих сделках, где все соответствует нормам шариата, есть определенный баракят. Опять же, вот в продолжении вашей темы, касаемо денежных средств, которые у нас есть. Есть такая известная история. Счастье. Да, счастье. Есть такая известная история 4-го праведного халифа Али, который был двоюродным братом пророка, мужем его старшей дочери Фатимы, которого род с его стороны продолжился. И история связана с тем, когда уже столицу из Медины перевели в Куфу, Багдад нынешний. И так получилось, что он, понимаете, да, пустыня, он приехал на рынок и негде было привязать лошадь. Так получилось, что стоял дервиш, он обратился к нему, сказав, что если у тебя есть время, можешь подержать немного коня, чтобы он не убежал. Я вот базар сделаю, покупки совершу и вернусь. Завершив покупки, ныряя в карман за деньгами, чтобы расплатиться с этим дервишем, он увидел 10 дирхем. У него было 10 дирхем, и он говорит, все, вот это значит положенный остаток тому человеку. Приходит, к сожалению, конь остался на месте, дервиш исчез, и не было на коне уздечки. Он немного обозленный, возвращается на рынок, чтобы купить уздечку новую, и находит в первом попавшемся месте свою же уздечку. И спрашивает, откуда она у тебя взялась? Он говорит, буквально там пару минут назад один из там дервишей продал мне ее за 10 дирхем. Он покупает ее обратно, понятно, что правители правоверных продают по себестоимости, он приобретает эту уздечку, и отсюда вывод. У того дервиша был выбор заработать 10 дирхем. Сумма была в обеих случаях одинаковая. Она не была ни больше, ни меньше. Где-то он проявил терпение, там, постоял на жаре, немного выдержал какие-то там, может, невзгоды, но получил 10 дирхем халяльные. Но он выбрал другой путь. Он решил воспользоваться ситуацией, что с коня снял уздечку, продал ее, тем самым заработав грех. Он совершил обман, продал ворованный товар. И здесь мы делаем вывод, что наше пропитание и сумма заработка, какая она не могла быть, 100 тысяч тоже деньги, поверьте. Много людей работает за 100 тысяч, и в том числе в Москве. За меньше тоже. Да, и за меньше тоже в регионах, я просто в разрезе Москвы, если брать, там 100 тысяч нормальные деньги, можно жить. И главное, чтобы нам хватало на те цели, которые мы перед собой ставим. Пропитание определено, наша задача сделать его халяльным. Исходя из этого, каждый должен понимать, что тем больше мы будем развивать вот это правильное отношение к финансам с точки зрения нашего естества, нашей религии, тем больше будет благо в целом мире, не только нашему обществу, и всецело вообще всей планете, всем россиянам и так далее, иншаллах. Так не понял. Вот вы говорите, исламское кредитование, это предусматривает проценты? Да. То есть предусматривает. То есть вы в рамках исламского кредитования берут проценты? Да. Просто вот я как-то пытаюсь сопоставить, вот что в христианстве, что в исламе, хотя предполагаю, потому что ислам все-таки идет от раннего христианства,
запрещено ростовщичество. А, собственно, когда дают деньги в рост, получают процент, это ростовщичество. Ну, давайте вернемся к первому А, правилу. Да. Деньги не являются товаром, деньги нельзя брать под рост. То есть это посмотреть, как посмотреть на деньги. Да. Так, деньги не являются товаром, деньги нельзя давать в рост. Да. Можно приобрести необходимый товар человеку и продать ему с наценкой. Получается, можно взять только конкретный товар, который уже имеет окончание. Как бы. И То есть, услугу, если, и допустим, что нет, а угодно. если, допустим, это идет квартира, да, строящееся жилье, то есть так как она не построена, то есть ее, значит, нельзя. Можно, есть отдельные типы договоров то есть сна есть. для того объекта, который достроится, где стоимость определяется в начале определенная и конечная уже, когда дом достроится. Потому что квартиру, вот, например, имейте в виду, достроили, квадратура может отличаться от той, которую вы покупали. Всегда замер происходит. Нет, это да, но стоимость она куплена, например, за одну стоимость, условно, там, за 10 миллионов, да, на ключах она будет уже, допустим, там, 15 миллионов. Да. То есть мы же исходим из 10, то есть это нас, ну, как бы, мы на это не смотрим. На это не смотрим, да, здесь естественно. То есть даже если не достроено, это дозволительно. Да, да, да. Ну, вот Да, если да. для обычного обывателя, то по сути оно то на то и получается. Я вам так скажу, вот на сегодняшний день халяльная ипотека от Акбарсбанка, которая соответствует нормам шариата, дешевле, чем обычно. Она 15%, там, потому что проинвестировали нужные деньги, вот правильный процент, чем там 21, по-моему, если не ошибаюсь, средняя ставка по ипотеке от других банков. Так что повезло, что мы татары и мусульмане. Давайте поаплодируем спикеру. Да. Перед тем, как я передам Гульнаре слово, Давайте. я хочу пожелать того со стороны бизнеса, да. Вот мы когда вспоминаем банк, мы вспоминаем там, ну, образно, Тинькофф банк, да, там, лучший банк, да, сейчас Т-банк, да. Когда мы хотим купить пиццу, да, у нас, к примеру, приходит в голову Додо пицца, да. Когда мы вспоминаем там лучшие бьюти-коворкинги, ну, само собой, мы вспоминаем Элину Исмаилову и бренд Инди, да. Когда мы вспоминаем какой-то там чай, да, купить пакетированный, мы вспоминаем Ахмад чай. Я, короче, к чему говорю? У нас есть брат наш, Ильнас Набиуллин, он говорит, что масштаб личности определяется проблемой, но я не буду пересказывать, что он говорит, потому что он по-любому здесь придет и выступит у нас, иншаллах. А я хочу сказать то, чтобы вы были такими личностями масштаба, да, пускай там или города, там, или страны, да, но чтобы когда что-то хотели купить, что-то приобрести, какой-то услугой воспользоваться, в первую очередь как бренд, как личность, каждого вспоминали вас. И вот вы сейчас между собой перезнакомитесь и у друг друга будете там пользоваться услугой, чтобы своим деньги приносили. Никуда лишнего, только в штаб татар и только своим. Спасибо вам большое. Гульнара, давайте слово дадим. На самом деле это для этого мы и делаем наши встречи, да. Также вот хочу отметить то, что у нас сегодня производство капкейков. Наша девочка Камиля Сайфуллина, давай и тоже представлю, она пришла, сама приготовила для нас. Рахмат Бигзур, будем как раз пробовать. Если что, обращайтесь к ней, она может тоже для вас приготовить. И рассказал больше подробностей о действующем эксперименте по партнерскому финансированию исламскому банкингу в России, о том, насколько это актуально и нужно на сегодняшний день нам, какие цели и вообще планы ставят перед собой большинство комьюнити в плане развития, и насколько это актуально на сегодняшний день нам, как татарам, как людям, которым важны принципы исламского банкинга и развитие в виде поддержки данной индустрии. Не каждый на сегодняшний день понимает сущность исламских финансов. Справедливая система инвестирования так и называется в базе закона партнерские финансы, где определенные риски распределяются в равных пропорциях. Люди задавали очень интересные и насущные проблемы. Вопросы были актуальны как в разрезе обычного человека, так и предпринимателя. Чувствуется, что каждый понимает сущность, а причастность зависит от нас самих. Чем больше мы будем вовлекаться в историю, связанную с развитием тому, что нам близко,
интересно и актуально, тем дальше мы сможем развиваться как культурное сообщество и всеобщее движение мусульманской татарской молодежи.